Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. В горный район на тушение лесных пожаров сегодня отправится более 100 добровольцев. Озвучим свежие данные по лесопожарной обстановке. Первый и второй компоненты препарата «Спутник Ви» есть в наличии в больнице Якутска. Расскажем, как и где получить вакцину. Накануне красочным шоу открылись летние Олимпийские игры в Токио. Не прошло и суток, в копилке нашей команды уже есть первая медаль. «15 пожаров ликвидировали в Якутии за сутки. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников. Он также отметил, что локализовано 17 возгораний. Всего в настоящий момент на территории республики действуют 220 лесных пожаров. Борьбу с огнем ведут более 2000 человек и 250 технических средств. Продолжает работать и авиация. Так, самолеты Б-200 и Ил-76 работали в Нюрбинском и Сунтарском районах. Сегодня угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует. Пришел долгожданный дождь, и мы надеемся, что по мере прохождения дождей количество пожаров уменьшится. В горный район на тушение пожаров сегодня поедут 174 добровольца. Об этом сообщил накануне вечером председатель Госком ОБЖ Якутии Дмитрий Лепчиков. В горном районе сохраняется наиболее сложная пожароопасная обстановка. Тушат 11 пожаров на площади 215 тысяч гектаров. Сегодня туда поедут еще 174 человека. Это волонтеры и работники республиканских предприятий. По словам Лепчикова, в село Магарас выйдут порядка 60 человек. Остальных распределят по другим населенным пунктам района. А всего в Горном тушат пожары более 600 человек. Об этом сообщил глава Якутии. Накануне Сан Николаев выезжал на место лесных пожаров у селки Ирелях, Беськуэль и СМА. Руководитель региона заявил, что крупный пожар, действующий у села Магарас, планируется локализовать до конца текущей недели. Работа по его тушению ведется строго по намеченной тактике. Бороться с огнем помогают и в Алекминске. Так, местной администрации передали 10 ранцевых огнетушителей для борьбы с лесными пожарами на территории района. Они придутся как раз кстати, ведь в любой момент лесопожарная обстановка может измениться. Что касается вакцинации, то первый и второй компоненты препарата «Спутник Ви» есть в наличии в Якутской городской больнице номер 3. О ходе вакцинации расскажет мой коллега Власий Сергеев. Он сейчас выходит с нами на прямую связь. Власий, приветствую. Как и где можно будет получить вакцину? Сергей, приветствую. В эти дни вакцину от коронавируса «Спутник Ви» ставят в 5 медицинских учреждениях, а также в дополнительных пунктах. Мы же сейчас находимся в Якутской городской больнице номер 3. Как вы можете видеть, тут работа идет полным ходом. Процедуры начались в 9 часов утра в порядке живой очереди. Они продлятся до 3 часов дня. Именно по такому расписанию, по такому графику будет идти работа. Вакцинация, получается, у нас идет в трех, правильнее, процедурных кабинетах. Также работает 4 кабинета врача. И сейчас мы попробуем заглянуть в один из процедурных кабинетов и посмотреть, как же, собственно, у нас идет работа. Ну, мы видим то, что, конечно, у нас все чистится, моется. Но не будем мы сильно отвлекать специалистов и собственно, пойдемте дальше. У нас в Якутскую городскую больницу номер 3 продолжают поступать партии с вакциной. Так, вчера больница получила 800 доз. И в данный момент работают, как я уже сказал, 3 процедурных кабинета. Ну и сейчас у нас будет возможность пообщаться с временно исполняющим обязанности главного врача Якутской городской больницы номер 3 и узнать подробнее о ходе работы. Итак, рядом с нами Радислав Гатилов, как я уже сказал, он временно исполняющий обязанности главного врача больницы. Итак, расскажите о том, как же у нас идет работа и как у нас вообще дела обстоят с врачами и с графиками их работы. Так, идет у нас наплыв, очень хорошо идет население, на вакцинацию очень активно. Так что мы сейчас дополнительно
помимо того, что сегодня работают 4 врача кабинета перед вакцинацией и 3 кабинета процедурных кабинетов, сейчас 12 часов, ну, сейчас буквально открываем дополнительно еще 1 кабинет врача и 1 кабинет процедурный кабинет. Также по приказу министра здравоохранения Республики Саха-Якутия вчера мы получили 800 и позавчера еще 200 доз, так что у нас на этой неделе запасов вполне хватит. Так, ну, дополнительные советы могу дать, да? Да. Для населения хотелось бы дать такие советы практического характера. Перед тем, как прийти на вакцинацию, вы всегда проходите вначале осмотр врача-терапевта, то есть они показания, противопоказания выявляют, потом только заходите в процедурный кабинет. Нету такого, что сразу вот пришли и вам вакцину поставили. Так, и еще людям, у которых давление большое и так далее, заранее рекомендуем снизить артериальное давление, то есть нормировать, потому что очень много людей приходят и с повышенным артериальным давлением, что является противопоказанием. Поэтому прошу еще раз всех нормировать артериальное давление. Также тоже такой совет в том, что после вакцинации, то есть сегодня, как получили сегодня, например, или на завтра, отмените наиболее важные дела, потому что возможны поствакцинальные реакции, такие как головная боль, повышение температуры тела, боли в спине и так далее. А может ли человек, вот, не прикрепленный, да, вот, к вашей больнице, подойти вот, и получить вакцину? Да, мы всех принимаем без прикрепления, то есть всех без разницы принимаем. Ну что ж, хорошо, спасибо. Ну, а я, в свою очередь, хотел бы добавить, что для получения вакцины необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Ну, напомним, что по поручению главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы привычных пунктов во всех медицинских учреждениях и дополнительных пунктах. Ну, помимо Якутской городской больницы номер 3, вот, «Спутник Ви» можно получить в поликлинике номер 1 в медицинском центре, а также республиканской клинической больницы номер 3, Якутской городской больницы номер 2. Ну что ж, я еще раз напомню, что во всех объектах вакцинация будет проводиться без выходных с 9 утра до 3 часов дня. Ну, собственно, у меня на этом все. Передаю слово студии. Власий, спасибо за информацию. Наш корреспондент Власий Сергеев рассказал о вакцинации в Якутске. А глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции в Токио рассказал о том, как чувствуют себя российские спортсмены. В команде все здоровые, медицинский центр работает лишь над восстановительными процедурами. Случаев ковид-инфицированных в команде России в Олимпийской деревне нет, заявил Поздняков. Глава УКР также рассказал, что принимающая сторона в ответ на жалобы на отсутствие комфорта переселила российских спортсменов в другое здание. Поздняков добавил, что спортсмены с пониманием отнеслись к особенностям японского быта и отличиям архитектуры от привычных европейских стандартов размещения. В команде все здоровы, медицинский центр пока в настоящий момент работает лишь над восстановительными процедурами, так сказать, рецидивами, может быть, старых травм, которые спортсмены приехали уже непосредственно сюда на игры. А случаев ковид-инфицированных непосредственно в нашей команде в Олимпийской деревне нет. А я напомню, накануне в Токио открылись Олимпийские игры. Небо над стадионом в японской столице озарилось красочными фейерверками. Мероприятие проходило без обычных массовых выступлений актеров и танцоров и светового шоу, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса. Спортсменов на игры также приехало заметно меньше. Церемония прошла в присутствии всего лишь 950 зрителей и около 15 мировых лидеров. От России выступят на играх в Токио примерно 350 спортсменов, а вся делегация нашей страны составляет около 600 человек. И не прошло и суток после открытия Олимпиады, а в копилке нашей команды уже есть первая медаль. Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из винтовки. Мы будем пристально следить за выступлением наших спортсменов. День дачника отмечался накануне. Помидорами и огурцами в северных регионах никого не удивишь. Их выращивают на дачах и на балконах. А вот арбузами и грушами может похвастать не каждый. Наши коллеги узнали, как их выращивают в северных условиях. Все здесь растет, лишь бы желание было.
На участке мирницы Сергея Дементьева растут яблони, груши, серебристый тополь и голубая ель. Когда-то здесь был пустырь. За 17 лет хозяин превратил территорию практически в райский уголок. Огородник с женой выращивают более 20 видов культурных растений. Каждый год собирают урожай тыквы, кабачков и зелени. В мае снимают первые огурцы. И не только растительностью гордится семья Дементьевых. Ландшафтный дизайн – дело супруги. Нашлось место и рыбкам. Для карасей и гальянов здесь искусственный пруд. Чешуйчатые обожают сухари. А здесь в Иреляхе ловил. Наловил и запускаю весной. Все лето живут. Особое место цветам. Лилии, ромашки, герань радуют глаз. На участке несколько сортов малины, черной смородины и красной. В благоприятный сезон дачники собирают по несколько ведер. Сергей Дементьев считает, садоводством и огородничеством нужно заниматься с душой. Тогда на участке все будет расти и даже на камнях. В этом году решила посадить арбузы. Дочка очень любит. Купила рассаду, из 4 саженцев прижилось 2 штуки. Не на камнях, а в теплице. Рядом с огурцами и помидорами выросли размером с детский мячик арбузы. Такие плоды Татьяна Саяпина за 8 лет снимает впервые. Высадила и дыню, но из 4 саженцев завязался один. Особых знаний и подготовки у Татьяны нет. Идет по принципу «выживет, не выживет». В интернете, конечно, читала много информации различной, но тут важен свой опыт. Потому что много зависит от температур. В этом году у нас лето жаркое, а для бахчевых предполагается теплая температура. Садила в мае, думала, что погибнет, но ничего, прижилось. Для холодных районов подойдут скороспелые семена арбузов, а чтобы он был сладкий, за 2 недели перестают поливать. Так плод набирает сахар и вырастает до 5 килограммов. Если арбузы требуют теплой погоды, то кукурузе особые условия не нужны. Она неприхотлива. В Ленске хорошо растут ранние сорта кукурузы. Они созревают за 90 дней. А вот поздние дать урожай в северных условиях не успевают. Якутское лето очень короткое. На участке ленчанки Галины Пилипенко кукуруза вырастает до 1,5 метров и дает с каждого куста по 2 початка. Высаживают семена кукурузы в апреле. К концу августа – первый урожай. За сезон 40 кустиков семья собирает до 80 штук. Пусть меня здесь закидают камнями огородники, значит, я покупаю кошачий наполнитель, который прессованные опилки, размачиваю в кипятке и туда по одной высаживаю вот эти вот кукурузинки. Они прекрасно всходят, потом их пикируются они в стаканчики и ждут своего времени либо в тепличке, либо на окне. И потом уже после того, как мы высадим картошку, всегда прошу, чтобы мне оставили определенный кусочек места. И такой способ за 10 лет не подводил. Урожай каждый год и в сухое, и в дождливое лето. Поэтому не стоит верить стереотипам, что на вечной мерзлоте нельзя вырастить экзотические культуры. Юлия Золотарева, Иванна Филиппова, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.